Всем привет! Программа «Мы вам покажем» приветствует всех любимых телезрителей. Загрязнение почв и вод Мирового океана является одной из самых глобальных экологических проблем 21 века. На базе технопарка Якутия работают молодые ученые, которые ежедневно трудятся над новыми проектами по утилизации мусора, в частности пластика. Рядом со мной находится молодой специалист, биолог. Это Евгений Попов. Евгений, здравствуйте. День добрый. Евгений является основателем проекта Xenex, который, так знаете, стартовал убедительно несколько лет назад, если я не ошибаюсь, правильно? 2 года назад. 2 года назад. И вот именно тогда у вас пришла идея, что послужило вообще? Многочисленные научные публикации, которые мы мониторим, смотрим, и нашли несколько тайванских исследователей, которые утверждали то, что некоторые насекомые, в частности вот эта личинка Зафобос морио, может метаболизировать полистирол. Команда австралийских ученых в рамках трехнедельной серии испытаний разделила личинок жука Зафобиас морио на 3 группы. Первую группу кормили отрубями, вторую – полистиролом, а третью заставили голодать. Эксперимент показал, что черви легко могут питаться только пластиком, в частности полистиролом, одним из самых трудноперерабатываемых и по совместительству самых популярных видов пластика. Ученые установили, что суперчерви не только выжили, но даже немного прибавили в весе. Это открытие говорит о том, что черви могут получать энергию из полистирола с помощью своих кишечных микробов, живущих в их пищеварительной системе. Мы подхватили эту идею, решили ее проверить и действительно сделали некоторые такие вот конструкции под названием ксенобоксы, в которых содержится личинка. Сейчас они находятся у нас в состоянии диапаузы в виде яиц, но скоро у нас появится новая продукция. То есть эти личинки могут съедать мягкие виды пластика, вот, например, полистирол. Они его едят механически, затем бактериальная микрофлора вот этих вот насекомых расщепляет его на более простые, в конце концов, метаболиты, типа углекислого газа, воды и что-то идет. То есть вот из этого пластика появляется что? То, что мы дышим. Грубо говоря, это углекислый газ, который они выдыхают, вода и некоторые части азота, которые там есть, там метаболизируются, то есть там идут на построение аминокислот. А личинка сама не умирает после, допустим, Конечно, поедания? она не доедает. Если кормить ее чисто на пластике, она, скорее всего, погибнет. Не сможет полностью окуклиться и погибнет. Поэтому необходимо подкармливать ее обычным кормом в виде, мы используем собачий корм. А где они? Они находятся в состоянии яиц сейчас. Яиц. Да, то есть мы можем... Но мы должны показать хотя бы, сейчас, как это выглядит. Покажите. Ну вот выглядит примерно вот таким образом. То есть это вот у нас имаго, то есть взрослый жук. Я не буду его трогать, вы сами его потрогайте. Он сейчас в высшем состоянии находится, а яйца вы не увидите, потому что они достаточно мелкие, да. То есть вот такой жучок может спокойно перерабатывать пластик? Да. И ест в основном даже не совсем жук, ест его личинка. Личинка живет 3-4 месяца, до полугода может жить. И личинка, как функция личинок, это есть все, что на пути. Жук менее аппетитный, он меньше кушает, у него другие цели, задачи. Личинка все съедает, она просто как ползет. Но она на самом деле питается, вот многие спрашивали, если они там убегут, они не будут есть полистирол, им это не нужно. Они найдут какой-нибудь трухлявый пень и будут его потихоньку грызть. А наступит холода, они погибнут. Потому что это животное, которое приспособлено к другому климату. То есть ваш проект доказал, что теоретически жить в условиях Якутии они могут, но если опять же соблюдать температурный режим. То есть это не те личинки. Влажный режим, да, абсолютно верно. То есть это не те личинки, которые мы оставим на зиму, они перезимуют каким-то образом и заново переродятся. Такого не может. Акклиматизироваться данный вид у нас абсолютно никак вот, давайте не может. покажем, да, вот как они выглядят. Да, 3 вида. На данный момент в науке известно десятки видов животных, которые могут разрушать пластик. Но наиболее популярны 3 вида. Зафобос морио, он интересен тем, что он достаточно крупный и, соответственно, личинка может больше съесть. Большой мучной хрущак, он очень легко культивируется, но он поменьше. И вот спорное пока вот тут исследование, это большая восковая огневка, которая может разлагать, по некоторым данным, полиэтиленовые пакеты. То есть, тут исследования пока идут. К тому же она является все-таки вредителем ульев, то есть она поселяется в улей и съедает улей. Пчелы потом умирают. Да, поэтому она умеет летать, и она может у нас приспособиться, потому что это наш вид. Хорошо, Евгений, но все-таки возвращаясь опять к вашим экспериментам, да, вы проводили непосредственно эксперимент уже на пластике. Мы знаем все упаковки от
допустим, от яиц, да, ну вот такие, да? Да, но это не пластик, это у нас, в принципе, и тараканы могут метаболизировать. Сколько они? Через сколько? Тараканы очень быстро съедают, тут я могу вам показать. Давайте посмотрим. Еще и тараканы у нас да, есть, да? Тараканы, они питаются целлюлозой и очень хорошо разрушают. В принципе, вот это вот было целое, они съедают достаточно неплохо. За сколько дней они съели? Ну, не знаю, тут считанные недели прошли. Он, главное, должен находиться немножко в подмоченном состоянии. Ну вот это у нас Посмотрите, они все там. мраморный таракан. Это популярная кормовая культура для многих хищных насекомых, для амфибий, для рептилий. Их источник белка. Они очень легко размножаются, неприхотливые, поэтому здесь их сотни. Работать с ними достаточно приятно. Приятно работать с ними. То есть, Евгений, получается, вот эти тараканы только целлюлозу, да, перерабатывают? Нет, они все едят. Это всеядный вид, полифаг. Они едят и отходы, любые отходы, в общем, пищевые, они все съедят. А вообще в быту для чего вот вам подобные проекты? Ну вот сидел биолог, значит, и думает, дай-ка разведу этих тараканов. Чем они отличаются от наших домашних тараканов и какая может быть от них польза? Ну, наши тараканы, они питаются чем угодно и, соответственно, могут приносить что угодно. Их нехорошее. Данная здесь культура относительно чистая, то есть, например, ничем они не заражены. То есть их можно давать на корм каким-то редким животным. То есть у нас есть, например, сообщество людей, которые разводят змей, там, рептилий, амфибий, пауков. Это идеальный корм для данных животных. В теории их можно масштабировать на что-то большое, птицефабрики, какие-то другие свинокомплексы, потому что это белок, это достаточно организм, который требует минимальные затраты, и биомасса у него достаточно высокая. Вот. Питаются они мусором, поэтому в данном случае они достаточно такие продуктивные животные. Откуда родом вот это прекрасное насекомое? Это Средняя Азия. Средняя Азия. В некоторых домах там они даже как комменсалы, то есть живут вместе с человеком. Здесь тоже? Здесь у нас представлены, нет, тут у нас малый, большой мышной хрущак, тоже тут его личинки, тут уже это погибшие имаго, они питаются вот полистиролом. А, вот она упаковочка от, мы знаем, да, от мяса, упаковочка от фруктов, возможно, да? Вот вообще съесть за сколько могут вот это? Ну, тоже? это зависит, конечно, месяц, годы? Они будут долго есть, не маленькие, ну, несколько месяцев. Несколько месяцев. Потребуется им. То есть вот так и бросаешь, или их тоже нужно подкармливать? Их надо подкармливать. Это большой мышной хрущак, мука, хлеб. Едят хлеб. У нас есть близкий родственник, малый мышной хрущак. Бывает, попадается нам в испорченной муке, в испорченных сухофруктах такой маленький жучок. Он питается всем этим. А это его такой более крупный брат. То есть это вот то, над чем вы работаете, Мы да? хотим больше внедрить, у нас миссия это биотехнологии, вообще популяризировать ее направление. Мы работаем со школьниками, мы поддерживаем разные проекты, мы участвуем как эксперты в некоторых направлениях, мы пробируем разные другие методы. Тут у нас есть удачные проекты, есть неудачные проекты, есть проекты, которые еще один проект, пока да? просто так. Называется проект «Пока просто так». Тут вы не увидите, но на самом деле этот аквариум кишит планктонными организмами озер Якутии. Вот. Тут есть дафния. Дафния, она красная в природе, но здесь она у нас из-за отсутствия света, она у нас зелено-прозрачная. И они используются, например, как индикаторы состояния озера. То есть по ним можно мониторить, насколько сильно загрязнен водоем, насколько он чистый. А я их могу визуально увидеть? Да, вы можете увидеть, но вот такие вот, они очень мелкие. Вот, например, плывет, я не знаю, тут видно. Тут есть и циклопы, тут есть и озерные улитки, прудовики. Ну, то есть это все вот на уровне такой микробиологии, да? Нет, не микробиология, мы видим их невооруженным глазом, значит, это уже все-таки макробиология. Ну, тут всякие разные проекты, вот это вот попытка сделать закрытую экосистему. Тут у нас почвенные бактерии, какие-то листобложки и дождевые черви, все это практически не кормится, все питается за счет мха, который мы нашли на дороге. То есть вы здесь наблюдаете за тем, как могут выжить некоторые... Да, они зиму пережили, да, то есть тут дождевые черви, их достаточно много, мы смотрим, температура там большая, высокие процессы гниения происходят, это интересно. То есть вы просто наблюдаете и ведете какой-то учет всего этого, да? Абсолютно верно. Хорошо, помимо утилизации пластика, да, какие еще проекты вот вы открыли за последние там, ну, допустим, годы, и на что, возможно, можно еще надеяться, что может принести пользу?
Вот помимо наших личинок и тараканов, которые... Ну, по проектов сути, много, на самом деле. Ага. Вот некоторые люди, сейчас у меня в голове вертится проект, это большая муха, черная львинка. В Мух Голландии хотим еще есть разводить. огромные, получается, фермы, которые создают огромный качественный протеин. То есть там есть фермы, где роботы ходят и выращивают эту муху. Муху? Муху. Она А большая, она чем черная. может помочь? Это Нам. это пища для всего. Для То есть кого? накормите Африку, просто поставьте завод с этой мухой. И все, Африка А- будет. А на самом деле мало кто знает, но есть так называемая молекулярная кухня, когда вместо какого-то традиционного вида пищи используется вот такое вот, те же самые чипсы. Мы не знаем состав, если мы в чипсах прочитаем состав, мы увидим там белок. А какой белок, никто не знает. И, возможно, это белок этой самой мухи. На сегодняшний день в мире существует более 500 стартапов, которые занимаются промышленной энтомологией. Нидерландская компания Protix – это крупнейшая в мире фирма по выращиванию насекомых. Здесь выращивают черных львинок. Эта муха известна своим быстрым ростом. Ее личинки содержат около 40% протеина и около 40% жира. Также они богаты кальцием и фосфором. Их разводят благодаря отходам сельского хозяйства при искусственном освещении. Личинки моют, а затем перетирают в пасту. В первую очередь они необходимы для стартовых кормов в аквакультуре, где требуется порядка 30% белка, ведь растениями мальков не накормишь. Также материал добавляют в корм для домашних питомцев. Кроме того, остаточный от производства личинок материал компания продает как экологическое удобрение. Насекомые в качестве пищи и ее ингредиентов вовсе недалекое будущее, как это может показаться. В России уже работает несколько предприятий, которые выращивают насекомых на корм животным и производят из них продукты для человека, такие как функциональное питание, протеиновые батончики и хлеб. В сухариках 3 корочки, где даже там написано было, могут содержать частицы членистоногих. Ну, то есть понятно, что в данных сухариках использовались какие-то тараканы. То есть, Либо Евгений, вот этот же зоофобос. вы все-таки за то, чтобы... Я вижу то, что есть сильное сопротивление. Если мне предложат бургер из говядины или там из личинок мух, я выберу говядину. А если я не буду знать, мне предложат какой-то бургер со вкусом говядины, но на самом деле я не буду знать, что там на самом деле Личинки. не говядина, да, там написано белок, да, я съем его. Крабовые палочки. А вообще где-то в мире это практикуется, да? Вот прям? Во всем, да, это огромные мега-стартапы. То есть я, например, знаю то, что в Голландии это очень процветающий бизнес, то есть там это на правительственном уровне идет. Есть клещи, например, хищные клещи. Так, я вам покажу. Давайте. Ну вот есть клещи, да, вот это вот вам, может, плохо будет видно. Это у нас растение, обычное садовое растение, бархатцы. Может, Да, знаете, знаем, оранжевый. Да, их выращивают. Она погибла, потому что попал клещ, так называемый паутинный клещ. Он высосал растение, оно умерло. Сейчас идет процесс глобального потепления, популяция клещей идет на север. И многие растения действительно будут страдать. Будут страдать садоводческие комплексы, будут страдать тепличные растения, будут страдать декоративные растения. Потому что этот клещ, очень сложно от него избавиться. Ну, например, на востоке, на западе России делают хищных клещей, которые съедают этих клещей и продают. То есть в одном спичечном коробке могут содержаться популяция до полумиллиона особей, да, вот этих хищных клещей. Их выпускают, они съедают свою пищу, плохих клещей, сами погибают от голода через 21 день. Теоретически это можно будет и от таких вредителей и на территории Якутии избавляться Абсолютно посредством верно, да. подселения, да? Да, это биологические методы борьбы. Очень интересно. А вот все-таки возвращаясь, вот, допустим, к нашей утилизации, Пластику мы не хотим работать с насекомыми, потому что это достаточно сложно, это будет иметь огромные издержки. Вот, мы подходим более фундаментально, это изучение бактериального состава. Есть определенные сложности с этим, но мы преодолеем, и когда мы поймем, что за бактерии, все это дело расщепляют, будем работать с ними, потому что бактерии можно выращивать уже вне насекомых, как-то их культивировать, чем-то кормить, и уже будут получаться готовые среды, в которых будут эти бактерии. Нужно, конечно же, проверить, как они на человека влияют, это абсолютно определенные лаборатории, мы, например, не имеем права вот этим заниматься, то есть нужны большие коллаборации, большие мегапроекты, чтобы выделить данную культуру, исследовать на безопасность и все остальное. Евгений, помнится, когда пару лет назад мы с вами встречались, у нас была идея такая, что, собственно, если люди будут сортировать мусор, да, у них будет стоять бочка с пластиком, бочка с бумагой, бочка там с другим, да, мусором. Если будет происходить грамотная сортировка, то можно будет
подселять туда неких насекомых, которые это все будут перерабатывать. То сейчас, собственно, над этим проектом вы уже... Да, мы подумали, что это все-таки достаточно трешово. Да. Поэтому будем заниматься микробиологическими исследованиями в области чего-то То есть можно более будет просто компактного. залить какую-то жидкость Да, с бактериями. абсолютно верно. И Как все это будет выглядеть, переработать. пока сложно сказать. Либо это будет огромный чан, куда горожане будут приходить и сбрасывать свои отходы, либо это будет что-то общедоступное. Пока сказать трудно, и пока что мы работаем только с одним видом пластика, это полистирол. Пластиков очень много видов, поэтому для каждого пластика подобрать тот агент, который будет его разрушать, это сложно. Давайте же узнаем, каким оборудованием оснащена ваша лаборатория технопарка Якутия и для чего, собственно, вы ее приобретаете и какие проекты зависят напрямую от вашей работы. Хорошо, пройдемте. Мы находимся в лаборатории технопарка Якутия, где работают такие молодые специалисты, работают над новыми проектами, над действующими проектами. Вот расскажите немного про то, что в принципе, наверное, непонятно для многих людей, вот визуально, да, ну лаборатория. За счет чего работает, как работает и для чего? Ну вообще технопарк это такая структура, которая поддерживает новые идеи, стартапы. И вот у нас есть IT-направление очень большое, которое там занимает доминирующую нишу на рынке. Есть еще бионаправление, о котором мало известно. И технопарк тоже поддерживает это направление. Вот эта вот лаборатория биотехнологий, как мы ее называем, это такой вот агрегатор, куда люди с какой-то биологической идеей приходят сюда и могут пользоваться этим оборудованием, то есть консультацией, какими-то исследованиями. Мы помогаем им, то есть определить что-то, на какой состав вещества, доступ к какому-то наукоемкому оборудованию. Все это вот доступно в рамках, а резиденты получают еще больше бонусов, поэтому тут очень хорошо. То есть, например, человеку сложно прийти с улицы в университет и сказать, я буду здесь сидеть. Ему скажут, нет, товарищ, здесь в вашем уже, случае приходят и можно. Да, и как раз поддерживается. То есть у нас вот только зарождается вот это вот биотехнологическое зерно, но уже есть проекты, которые выходят куда-то. Есть резиденты, которые занимаются уже много лет и имеют определенный успех. А в вашем случае, ну, допустим, какой-то, вот, может быть, покажете нам что-то, вот, чего нет, допустим, у многих лабораторий в России, а у вас вот есть? Ну, у нас вот здесь вот показано такое вот классическое оборудование, которое есть везде, но которое всегда нужно. То есть без этого оборудования невозможна любая биотехнологическая деятельность. В соседнем кабинете у нас клеточные технологии, там уже достаточно более сложный прибор, есть очень такие уникальные микроскопы. Потом есть, например, проточный цитометр, то есть достаточно уникальное оборудование, которое позволяет просчитать популяцию клеток. Мало у каких лабораторий есть данный прибор. Вот, поэтому здесь мы сидим и работаем. Евгений, а чего нам ждать в ближайшем будущем от молодых биологов, таких вот ученых, как вы, технопарка Якутия? Ну, мы стараемся развиваться, но, мне кажется, большую ставку нужно делать не на нас, а на следующем поколении. Потому что сейчас дети-школьники, вообще биология, они одновременно развиваются. Вот, я знаю, что у нас в Якутии школьники, класс 8, рисуют бактерии, то есть они меняют геном бактерий, делая их светящимися, и рисуют красивые картины этим. То есть будущее уже не за горами, и когда наступит эра, уже скоро, уже она подходит, когда человека можно будет редактировать животных на генетическом молекулярном уровне, создавая новые шедевры, то есть уже не будет не как войти там, а уже человек будет сам себя редактировать, создавая себя тем, каким он есть. По крайней мере, я хочу в это очень сильно верить. Правда, из моего любимого фильма, потому что в биологии нет границ. Кроме, конечно, этических границ. Уровень развития школьников сейчас очень высокий. В наше время был другим. Сейчас школьники могут сделать такое, что профессору нашего возраста только могло присниться. То есть все-таки мы ждем новых проектов уже от следующего поколения. Ну, мы тоже будем стараться. Мы подготовим почву так, чтобы следующее поколение уже на почве тех наработок наших могло создать действительно что-то великое. Знаете, в вашем кабинете, побывав, ощущаешь себя, будто ты побывал в неком музее, потому что у вас здесь очень много интересных экспонатов. Для молодых ребят, для школьников это будет очень интересно, потому что здесь у нас и пауки, и жучки, ну, благо не живое, потому что так бы я не смогла спокойно стоять разговаривать. Есть. И живые есть, и есть те самые тараканы, есть личинки. Ну, в общем, для молодых ребят, кто интересуется биологией, мы готовы озвучить, да, приходите, попробуйте, Евгений вас с удовольствием встретит, все расскажет, все покажет, и это вот именно для тех, кто увлеченно занимается биологией, да? Все
экспонаты из моей личной коллекции имеют определенную научную ценность. Где-то какие-то образцы собрали мы в экспедициях различных. А может быть, где-то покажете мы самые такие ценные? Что самые для вас ценные, вот да, самое давайте такое пойдем. уникальное? Что у вас Можно есть? сюда прийти. Здесь у нас находится палеонтологическая часть, это различные окаменелости. Ну вот, например, здесь у нас есть, я находил, это вамикон, отпечаток. Кого? Я сперва думал по своему незнанию, что это какое-то растение, то есть папоротник древний или что-то еще. Но мы проконсультировались с профессором Хухенхеймского университета, это оказывается отпечаток древнего червя сабелида. То есть вы представьте себе, в вамиконе в минус 70 градусов, в палеозое это было море, и там были черви, похожие на яркие, похожие на рождественскую елочку, их так называют черви-елочки. Ну вот тут тоже собрана достаточно большая коллекция уникальных представителей флоры, фауны, и Якутии, и мировой. На самом проблема в том, что очень сложно идентифицировать вид, то есть на каждый вид должен быть свой специалист, потому что там есть ключи, и иногда очень сложно. И многие из этих экспонатов, которые здесь у нас представлены, требуют детального исследования другими учеными. Ну, это простой, это какая-то пиявка. Скорее всего, ложная конская пиявка, которая обитает у нас в водоемах. Засохшая? Да, она засохшая. Ну вот это жужелица, типичный наш хищный жук, тоже нуждается в определении. Из таких экспонатов я вот... То есть вы это все находите, сушите Да. и сохраняете? Если я вижу что-то интересное, вот у меня где-то была верблюдка, которая не характерна для фауны Якутии, она требует дальнейшего изучения. А мне вот там интересно, большое вот это вот можете показать? Ну это не наш, это не якутский, это просто обитатель нашего террариума, таракан с красивым именем Архимадрид. Это вот у него такие крылья? Да, здесь мы его расправили. Но у нас в Якутии не встретишь. К сожалению, нет. Не к сожалению, к счастью, даже я бы сказала. А вон те большие вот, это вот что Это за тараканы? те же самые тараканы. Просто здесь мы их расправили, а тут они архимадриды. А они у вас были, да, здесь, видимо? Да, они обитали здесь. Ну, у вас в лаборатории, я имею в виду. Да, конечно. Евгений, спасибо большое за такую экскурсию. Мы желаем вам, конечно же, новых идей, поддержки от горожан, от нашего правительства. Ну и, конечно, наверное, любой биолог хочет все-таки что-то такое найти, что-то такое увидеть, что никогда еще другой человек не видел. Правильно? Конечно, научная новизна. Научную новизну мы вам обязательно желаем. Спасибо. Ну а мы, дорогие друзья, увидимся уже совсем скоро. До новых встреч. До свидания.